Итак, работа Беринчи Радио в прямом эфире продолжается. Дорогие наши слушатели, пользователи нашей странички в Фейсбуке, здравствуйте. У микрофона в студии Ирина Егенбаева. За пультом режиссера сегодня работает Айгуль Маметова. В эфире Беринчи Радио, как всегда, по вторникам. В это время программа «Прямая связь». Президент Садыр Джапаров подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам нотариальной деятельности. Напомню, закон был принят Джугурку Кенешем 23 апреля текущего года. Целями закона инициаторы называли оптимизацию работы судов, уменьшение судебной нагрузки и развитие внесудебных и досудебных методов, форм и способов защиты прав и свобод человека путем передачи дел приказного производства компетенции нотариусов. Согласно закону вносятся поправки в Семейный кодекс, Трудовой кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс о неналоговых доходах, Закон о статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве и о нотариате, предусматривающие передачу нотариусам полномочий по рассмотрению и вынесению нотариального приказа по требованиям о взыскании денежных сумм или истребовании движимого имущества от должника в определенных случаях. Помимо этого внесены изменения в постановление Кабинета министров о вопросах нотариальной деятельности. Соответствующее постановление подписал председатель Кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев. Сообщается, что целью постановления является дебюрократизация и совершенствование нормативных правовых актов в сфере нотариальной деятельности, установление единого подхода к организации нотариальной деятельности и единых требований к рабочему месту конторы, бюро частного нотариуса. В рамках реализации задач по повышению эффективности и дебюрократизации системы государственной службы данным документом исключены требования по предоставлению нотариусами актов или заключения соответствия конторы или бюро санитарным нормам и правилам, требованиям пожарной и электрической безопасности соответствующих государственных органов и служб. Итак, уважаемые радиослушатели, что касается института нотариата, то ему отводится особая роль в сфере защиты прав граждан и юридических лиц. Он призван обеспечить законность совершаемых сделок и ограждать стороны от возникновения конфликтных ситуаций. И сегодня в программе «Прямая связь» мы поговорим о важных изменениях в сфере нотариата и исполнительного производства, как будет работать новый механизм и какие гарантии предусмотрены, и какие изменения ждут нотариусов. Сегодня эти и другие вопросы мы постараемся обсудить в программе «Прямая связь». И сегодня с вами, уважаемые радиослушатели, на прямой связи начальник управления нотариата и регистрации юридических лиц Министерства юстиции Кыргызской Республики Асель Абакирова и председатель Нотариальной палаты Кыргызской Республики Сымбат Рыскулова. Дорогие слушатели Беринчи Радио, если в ходе прямого эфира у вас возникнут вопросы касательно деятельности нотариусов, если у вас возникнут вопросы касательно новых механизмов, вы можете позвонить по телефонам прямого эфира 39 21 90 и 0502 39 21 90. У нас идет и прямая видеотрансляция в социальной сети Facebook на страничке Беринчи Радио. Если у вас есть какие-либо вопросы, комментарии, вы свой вопрос или комментарий можете опубликовать на нашей страничке Беринчи Радио в социальной сети Facebook. Асель Мурзакановна, Сымбат Шаршыбаевна, здравствуйте. Мне приятно видеть вас в студии прямого эфира. Здравствуйте, Ирина. Спасибо за приглашение. Мы у вас постоянные гости. Надеемся, что расскажем нашим радиослушателям о новых реформах, которые происходят в сфере нотариата. Да, вот мы сегодня и встретились для того, уже два инфоповода я озвучила, и мы понимаем, что в Кыргызстане произошли важные изменения в сфере нотариата и исполнительного производства. Вы, Асель Мурзакановна, правильно отметили, многие, может быть, наши постоянные радиослушатели в курсе, все, что меняется в сфере нотариата, мы приглашаем вас, приглашаем представителей Министерства юстиции, чтобы они об этих изменениях рассказывали. И это тоже не просто так. Почему? Потому что если мы хотим совершить какую-либо сделку, то, несомненно, куда мы обращаемся? К нотариусам. Поэтому все, что происходит в сфере нотариата, это очень важно. Почему? Потому что мы услугами нотариусов, не скажу, что очень часто пользуемся, хотя кто его знает, может, и есть такие граждане, которые
которые часто пользуются услугами нотариусов. Но тем не менее, если, например, хочу купить квартиру или продать квартиру, ну вот такой вот, скажем так, бытовой случай, то, соответственно, куплю-продажу я где осуществляю? У нотариуса, да. Асель Марзакановна, вот если мне не изменяет память, вот в последние годы, и если быть точным, с 2022 года Министерство юстиции проводит такую планомерную реформу в сфере нотариата, и мы понимаем, что каждый шаг этой реформы, он прежде всего направлен на то, чтобы обеспечить доступность нотариальных услуг, обеспечить качество, обеспечить, самое главное, чистоту той или иной сделки. А я еще раз хочу сказать, что время от времени мы к нотариусу обращаемся. И здесь самое главное надо отметить, что вы пытаетесь довести каждый шаг реформы, озвучить конечную цель. И, соответственно, мы сегодня с вами и встретились, еще раз повторю, для того, чтобы вы озвучили, какие важные изменения в сфере нотариата произошли. И я думаю, вам сегодня есть что сказать. Почему? Потому что многие наши граждане, наверное, сейчас заинтересованы в том, а какие важные изменения происходят в сфере нотариата. Почему? Потому что, еще раз повторю, что мы услугами нотариусов время от времени пользуемся. Пожалуйста, Асель Марзакановна. Спасибо, Ирина. Я каждый раз удивляюсь, насколько вы хорошо осведомлены о тех реформах, которые мы проводим. Естественно, услуги нотариуса и нотариат, прежде всего то, что Министерство юстиции, правительство, Кабинет министров, реформы, которые направлены, они направлены прежде всего на обеспечение, как вы уже сказали, доступности нотариальных услуг. Если остановимся на основных реформах, которые были проведены и проводятся в Кыргызстане с 2022 года, как вы правильно отметили, то 4 июня 2025 года президентом Кыргызской республики подписан закон о внесении в некоторые законодательные акты в сфере нотариальной деятельности. Речь идет о передаче ряда бесспорных дел приказного производства в ведение нотариусов. Согласно статье 246 Гражданского процессуального кодекса, судья выносил судебные приказы по 9 категориям. Из этих 9 категорий 6 категорий переданы в настоящее время нотариусам. Это дела бесспорного производства, касающиеся взыскания алиментов, это дела, касающиеся взыскания начисленной, но не выплаченной заработной платы, это дела, касающиеся взыскания денег по письменным, по нотариально удостоверенным сделкам и так далее. Здесь я хочу сказать, когда мы разрабатывали этот закон, когда мы проводили общественные слушания, общественные обсуждения, очень много было замечаний, касающихся того, что как нотариусы будут осуществлять правосудие, как нотариусам могут быть переданы такие дела, неужели нотариусы будут выполнять работу судей. И вот заранее предвосхищая эти вопросы, я хочу сказать, что если мы возьмем историю, то на определенном этапе судьи государственные функции передают тому органу, который выполняет их хорошо в тот или иной исторический момент. Так вот, с момента образования Каракыргызской автономной области, если мы возьмем 1925 год, да, нотариат только создавался, естественно, был дефицит квалифицированных кадров, и отдельные дела, вот такие, в том числе не присущие судьям, были переданы судебной системой, в том числе даже в определенный момент наследственные дела, выдача свидетельства о праве на наследство тоже осуществляли судьи. В последующем, как только нотариат встал на ноги, как только он стал квалифицированным, вот эти неприсущие судебной системы, те дела, в которых судьи не осуществляют правосудие, бесспорные дела, они передаются нотариату. И это общемировая практика. Более того, мы говорим о том, что в последующем определенные дела не только приказного производства, но и особого производства по установлению фактов также должны быть переданы нотариату. Дело в том, что основная задача в соответствии с Конституцией судебной системы – это осуществление правосудия.
решения судебных споров между гражданами. Если нет споров, я думаю, что надо разгружать судебную систему. Данные дела должны быть переданы нотариату, который на сегодняшний день представляет собой отдельный институт, который замечательно, я думаю, будет справляться с данной категорией дел. Но самое главное, здесь есть ожидание, что будут справляться. Тем более мы понимаем, что здесь стоит такая одна из целей, как вы сказали, разгрузить судебную систему. Но здесь теперь самое главное, чтобы сомнений у наших граждан не возникало, например, вот в нотариальном приказе. И самое главное, чтобы у граждан это вызывало доверие. Абсолютно правильно. Мы понимаем, какую ответственность мы на себя берем. Мы хотим, чтобы граждане на сегодняшний день получили эту услугу, так называемую, да, скажем так, выдачу нотариального приказа качественно, своевременно, и эта услуга была доступная. Именно с этой целью нами предусмотрены определенные мероприятия, которые на сегодняшний день начали осуществляться. Я думаю, об этом подробнее расскажет председатель Нотариальной палаты Сымбат Шаршыбаевна. Пожалуйста, Сымбат Шаршыбаевна, на самом деле, что касается нотариального приказа и вот этих вот важных изменений в сфере нотариата, это очень важная информация, и самое главное, я ведь не зря задаюсь вопросом, самое главное, чтобы граждане поверили, и самое главное, доверили, чтобы не было потом никаких, ну скажем так, не возникало никаких сомнений. Правильно ли я понимаю, Сымбат Шаршыбаевна, что вот, например, если долг, вот давайте вот на наглядном примере, да, остановимся, если долг, например, подтвержден какими-то письменными доказательствами, а я не знаю здесь, что может быть письменным доказательством, расписка, заверенная там опять же у того же нотариуса, или какой-либо другой документ, и самое главное, если это не вызывает спора, то теперь не нужно обращаться в судебные органы, писать, например, исковое заявление в судебный орган, а самое главное, достаточно обратиться к нотариусу. Но опять возникает вопрос, как долго он это будет рассматривать, все это будет проходить быстро, без каких-либо проволочек. Этот вопрос тоже сейчас очень многих наших граждан волнует, Сымбат Шаршыбаевна. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Конечно, сейчас такой актуальный вопрос, новые действия, новое движение. Мы тоже, как от имени Нотариальной палаты, готовимся к новым действиям. То есть это новое нотариальное действие будет. Это приказное производство. Для этого при Нотариальной палате есть учебный центр, который мы обучаем периодически наших нотариусов для повышения их профессионального уровня. И в связи с этим мы уже на прошлой неделе уже договорились, уже подписали меморандум учебным центром высшего правосудия, Высшей школы правосудия. И они должны уже на следующей неделе предоставить нам преподавателя по как выносить нам приказное нотариальный приказ. И вот на основе их опыта, судебного опыта, мы уже разработаем свой алгоритм и потом будем обучать нотариусов. Это, конечно, немножко времени требует, но я надеюсь, что это быстрее, чем судебная система. То есть, если взять даже вот эти алименты, на алименты существуют наши дети, мамочки, которые за ним ухаживают. Они не должны месяцами, годами ждать, когда им выплатят. Поэтому очень хороший способ для таких нотариальных действий. Я думаю, что они быстро поймут и быстро среагируют. То есть, как я понимаю, этот шаг и этот механизм, он тоже новый как для самих нотариусов. И вы не зря Конечно. сейчас отметили, что будет проходить обучение, и самое главное здесь обучить нотариусу, как вот как этот механизм потом-то на деле использовать. Конечно. Вот здесь я хочу сразу сказать, и чтобы наши радиослушатели услышали, с момента вступления закона в силу нотариусы будут выдавать судебные нотариальные приказы по алиментам. По остальным 5 категориям дел они будут выдавать нотариальные приказы с 1 января 2026 года. Это сделано для того, чтобы мы могли быстрее, то есть время дать, чтобы мы могли обучить, как раздать всем алгоритм, раздать им шаблоны нотариального действия
выдача судебного нотариального приказа на кыргызском, на русском языке. И вот эти, наверное, оставшиеся 6 месяцев мы займемся вот повышением квалификации нотариусов. И я еще раз хочу поблагодарить судебную систему, Высшую школу правосудия за то, что они пошли навстречу, заключили с нами меморандум, председателя Верховного суда, который быстро отреагировал и помог нам вот с началом вот этих вот курсов. Давайте мы сейчас выслушаем вопрос или мнение нашего первого радиослушателя, которого наверняка заинтересовала тема нашей сегодняшней программы. Говорите, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Бишкек, Айша. Так, слушаем. Скажите, пожалуйста, мне это непонятно, кому обратиться в суд или нотариусу об отмене договора дарения? Только такой вопрос у вас, да? Да, только такой вопрос. Но если отмените доверие, то, мне кажется, здесь достаточно нотариуса. Или все-таки надо в суд Нет, обращаться? Нет, да? Это только в суд. Только в суд? Конечно. Ну, договор — это соглашение двух сторон. Если они добровольно не могут расторгнуть, одна сторона против, то, естественно, только в судебном порядке. Я еще раз говорю, нотариальный приказ выдается только в том случае, когда нет спора между сторонами. Если хотя бы одна сторона не согласна, то речь идет об отправлении правосудия. А правосудие в соответствии с Конституцией осуществляется только судом. Ну вот давайте на наглядном примере тоже мне сейчас интересно. Отмена договора дарения, да? Этот был вопрос, да? Вот смотрите, вот представим такую ситуацию. Вот я Иванова, да, я, значит, хочу подарить свою квартиру своему, например, племяннику. Ну, к примеру говорю, да? Но племянник, конечно, не выполняет всех там указанных требований, которые я ему до этого, например, озвучила. И, соответственно, я как вот даритель, да, я же хозяйка квартиры, я, например, хочу отменить договор дарения. То есть, если мой племянник не выполняет каких-либо требований, то, соответственно, у меня такое вот возникает желание отменить договор. То здесь, как я поняла, обязательно обращаться в судебные органы? Ну, Ирина, сразу есть понятие односторонних сделок, да, когда я выдаю доверенность, это волеизъявление мое, я могу его отменить, и есть двусторонние сделки, это договор. Там есть волеизъявление двух сторон, как дарителя, так и одаряемого. Отменить его в одностороннем порядке невозможно, необходимо волеизъявление обоих сторон. То есть племянника? Да, племянника в том числе. Если они оба согласны расторгнуть договор, тогда они могут расторгнуть даже без обращения ни к нотариусу, ни к судье. Но если одна из сторон не согласна, значит речь идет только о том, что они должны обращаться в суд. Ну, я я хочу просто дополнить. Вы должны понять, различать дарение. И если какие-то там условия есть, если вы хотите какие-то определенные действия, чтобы ваш племянник совершал, тогда это уже не дарение, это уже пожизненное содержание нужно заключать. Это уже другая сделка. Поэтому если какие-то условия идут, тогда уже это другая сделка, это вот договор ренты пожизненного содержания. Ну, это я, к сведению, все это затронула, чтобы наша радиослушательница, может быть, тоже имела в виду, раз она такой вопрос сегодня озвучила. Вот, продолжая разговор нотариального приказа, как мы понимаем, это будет официальный документ, который будет выноситься нотариусом без судебного разбирательства и по которому допускается взыскание долга или имущества. Но вот вы, Асель Мырзакановна, отметили, что это ведь пришло не просто так, вы учитывали здесь и международный опыт. И вот я, когда готовилась к сегодняшней программе, я тоже посмотрела и увидела, что этот механизм, он, например, очень давно используется в странах Европы, в СНГ, и поэтому здесь вы учитывали, как вот такой опыт был, например, применен в ряде там стран, и, соответственно, тоже ведь, когда идет апробация или что-то новое, все равно переживаешь, а как пойдет ли вообще, насколько это будет вызывать доверие у наших граждан. И вы большой молодец, я всегда отмечаю, очень хорошо готовитесь и очень хорошо знаете проблему, по которой вы приглашаете в данном случае нас. Да, в странах СНГ реализован, но он не называется нотариальный приказ, он называется исполнительная надпись. Но более того, Ирина, у нас тоже была исполнительная, но она и есть исполнительная надпись, но она просто не работала.
Еще раз, если обратимся к истории, в Советском Союзе исполнительная надпись существовала, и она очень хорошо работала. Было даже несколько постановлений Кабинета министров СССР, в котором говорилось, что исполнительную надпись надо развивать, надо разгружать судей, чтобы люди ходили к нотариусу и получали эту исполнительную надпись. Но, к сожалению, были внесены изменения в Гражданско-процессуальный кодекс, в котором было внесено вот это вот вынесение судебного приказа. И автоматически судебный приказ, он закрыл вот эту тему исполнительной надписи, и все стали обращаться к судьям. Вот это и выдача исполнительной надписи в Кыргызстане, она снизилась на сегодняшний момент, из количества нотариальных действий составляет чуть менее 1%. И поэтому решить этот вопрос, разгрузки судей и исключение из не присущих ему функций, явилась и вот эта вот разработка нового законопроекта. И на сегодняшний день по статистике Верховного суда ежегодно обращаются более 30 тысяч, поступает на Верховный суд более 30 тысяч заявлений по выдаче судебного приказа. И это количество с каждым годом увеличивается на 10-15%. А судьи должны заниматься непосредственно разрешением споров. И когда очень много, когда обсуждают данный законопроект, данный закон, очень многие говорят о том, что как это будет реализовано, и готова ли система нотариата. Я хочу сказать, что данная система, она и работала в суде, у судей. То есть если нет судебного спора, мы обращались с заявлением о выдаче судебного приказа судье. Судья направлял копию судебного приказа должнику. Если от должника поступали возражения, он писал, что он не согласен, то судебный приказ отменялся, и им разъяснялось, что они будут обращаться в порядке искового производства. Точно такая процедура реализована только у нотариуса. Точно так же мы идем к нотариусу, говорим, вот мне, допустим, бывший муж не платит, допустим, алименты. Нотариус точно так же издает нотариальный приказ, отправляет ему должнику, и мы ждем. Если должник говорит, нет, я не согласен, я плачу, или у нас был договор другой, тогда нотариус разъясняет, что они имеют право обращаться в суд уже в порядке искового производства. Здесь мы никак права ни должника, ни взыскателя не нарушаем, мы не замещаем и не пытаемся взять на себя функции суда. Мы это должны четко и хорошо понимать. Но здесь тоже может возникнуть вопрос, Асель Мырзакановна, Сымбат Шаршибаевна, если мы говорим о новом механизме, тоже сейчас возникает вопрос у наших слушателей, у наших граждан, ну хорошо, я обращаюсь к нотариусу, если, например, опять же повторюсь, долг подтвержден письменным доказательством, не вызывает спора, то теперь не нужно идти будет в суд, а достаточно обратиться к нотариусу. И вот здесь вот я к чему веду. Сколько он будет времени, ну скажем так, готовить этот нотариальный приказ, сколько времени надо будет ждать, опять же возникает вопрос, не ляжет ли это нагрузкой на самих нотариусов. Хорошо, вы хотите разгрузить судебную систему, но может быть эта нагрузка ляжет на самих нотариусов. Вот касательно сроков, быстро ли он может этот нотариальный приказ оформить, или все-таки нужно будет какое-то определенное время ждать? Пожалуйста, Сымбат Шаршибаевна. Да, я думаю, что, конечно, будет это быстро, поэтому и передают эту функцию нотариусам, потому что, когда в суд обращаешься, ты очень много времени занимает, пока ты подаешь заявление, пока его изучают, пока на стол судьи это поступает. А тут уже оно обращается, потом уже мы уже, когда обращаемся то есть к должнику, пока должник не ответит, то есть это там определенная неделя-две, если от него ответа не поступает, то нотариус спокойно выносит этот нотариальный приказ. Это, конечно, быстро. Вы добавите, Да, Асель Мырзакановна, давайте выслушаем еще одного нашего радиослушателя. Говорите, мы слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Если владелец квартиры, отец или мать, подарил сыну, сын оформил полностью на себя, а потом вдруг развелся с женой, жена имеет право разделить квартиру пополам. Это первый вопрос. Второй вопрос. Если отец или мать оставил по наследству, после смерти перешел
квартира на сына или на дочери. Если опять они развелись, они имеют право напополам, или же остается у наследника, или же на даренного сына или другого лица. Спасибо вам за то, что позвонили. Вы, уважаемые гости, на эти вопросы чуть позже ответите. Сейчас у нас новости к этому часу. Новости послушаем, после чего обязательно продолжим. Президент Садыр Жапаров президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Ага ылайык жогорку кеңештин депутаттарын шайлоону өткөрүү үчүн 30 көп мандаттуу аймактык шайлоо округу түзүлөт. Алардын ар биринде 3 депутат, жалпы 90 эл өкүлү шайланат. Мыйзам долбоору быйыл февралда сунушталып, жогорку кеңеш аны 30 апрелде кабыл алган. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев 10 июнда Өзбекстандын Ташкент шаарына иш сапар менен барат. Иш сапардын алкагында Минкап башчысы Ташкент эл аралык инвестициялык форумуна катышат. Ошондой эле бир катар объектилерди көрүп, эки тараптуу жолугушууларды өткөрөт. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев экономика жана коммерция министрлигине кызматтык автоунааларды өткөрүп берүү аземине катышты. Адылбек Касмалиев куттуктоосунда азыркы шартта финансист жана экономист кесибинин маанилүүлүгүн белгилеп, акыркы жылдардагы ички дүң продукциянын туруктуу өсүү темпи 2022-2024 жылдары 9 жана ушул жылдын 4 айында 11,7% жүргүзүлүп жатканы экономикалык саясаттын натыйжалуулугун көрсөтүп турарын билдирди. Экономисттер менен финансисттер азыркы замандын негизги кызматкерлери. Дал ушул сиздер бардык министрликтердин жана ведомстволордун сунуштарын жана демилгелерин бириктирген, алдыга карай багыттарды көрсөткөн социалдык экономикалык өнүгүү программаларын иштеп чыгасыздар деп белгиледи Минкап төрагасы. Министрлер кабинети 5-стадияда өнөкөт бөйрөк оорусу менен ооруган бейтаптарга бөйрөктү трансплантациялоо боюнча операцияларды жүргүзүүнү камсыз кылуу максатында токтом кабыл алды. Тиешелүү токтомго Минкап төрагасы Адылбек Касмалиев кол койду. Токтомдун негизинде бөйрөктү трансплантациялоо боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруунун жана ишке ашыруунун тартиби бекитилди. Ошондой эле бөйрөктү трансплантациялоо боюнча кызмат көрсөтүүчү саламаттыкты сактоо уюмдарынын тизмеси токтомдун тиркемесине ылайык аныкталды. Бөйрөк алмаштыруу операциялары эне жана баланы коргоо улуттук борборунда, Кыргыз-Түрк достугу Бишкек мамлекеттик ооруканасында, Ош мамлекеттик университетинин алдындагы медициналык борбордо жүргүзүлөт. 5-стадиядагы өнөкөт бөйрөк оорусунун диагнозу коюлган Кыргызстандын жарандары үчүн бөйрөктү трансплантациялоо боюнча кызмат көрсөтүүлөр, ошондой эле операцияга чейинки, андан кийинки дарылоо менчигинин түрүнө карабастан саламаттыкты сактоо уюмдары тарабынан ишке ашырылат жана саламаттыкты сактоо министрлигинин бюджетинде каралган каражаттын эсебинен каржыланат. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги мекен картасы берилген жана чет өлкөлүк жарандыгы барлар мекендештер макамын кантип алса болору тууралуу маалымат берди. Ведомстводо маалымдашканда 2023 жылдын 13 мартында мекен карт долбоору ишке киргенден бери 313 жаранга чет өлкөлүк жарандыгы бар мекендеш макамы берилген. Бул убакыт аралыгында 361 арыз кабыл алынып, анын ичинен 9 арыз четке калган. Арыздар Инфоком мамлекеттик ишканасы менен биргеликте иштелип чыккан автоматташтырылган маалыматтык тутум аркылуу кабыл алынат. Баткендеги сүлүктүү 11 тала көмүргени жыл соңуна ишке кирет. Учурда Баткен областынын Лейлек районунда жайгашкан сүлүктүү 11 тала көмүргенинде долбоорлоо иштери жүрүп, инвесторлор тарабынан 40% шахтаны иштетүүгө керектүү шаймандар алынып келинди. Бул тууралуу Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын башкы директорунун орун басары Амантур Турсуниязов билдирди. Июлда Бишкекке 90 электробус келет. Бул тууралуу мэриядан маалымдашты. Ага караганда азыркы тапта Ордо калаада 30 электробус бар. Учурда ДЭП 2-нин аймагында жайгашкан имараттарды оңдоо иштери уланууда. Белгиленгендей, жаңыланган автобазалар электробустар үчүн атайын жабдылган биринчи комплекстүү инфраструктура болот. Валюталар курсу: 1 АКШ доллар 87 сом 45 тыйын, 1 евро 99 сом 93 тыйын, 1 рубль 1 сом, 1 казак теңгеси 17 тыйынды түзүүдө, 1 юань 12 сом 17 тыйын.
Аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 10-июнда абанын температурасы чөйрөндө күндүз 33 градус плюс белгиси менен, Талас жергесинде 25-30 градуска чейин ысык болсо, Баткен, Ош, Жалал Абад областарында күндүзү 29-34 градуска чейин ысыйт. Ысык көлдө күндүзү 26 градуска чейин жылуу болсо, Нарын жергесинде 25 градус плюс белгиси менен. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 30-32 градус плюс белгиси менен. Вы на прямой связи. Каждый вторник на Беринчи радио. Напомню вам, дорогие наши радиослушатели, что в Кыргызстане произошли важные изменения в сфере нотариата и исполнительного производства. Согласно новому закону, нотариальный приказ официально приравнивается к исполнительному документу, и это решение способно существенно упростить жизнь наших граждан и разгрузить судебную систему. Помимо этого, внесены изменения в постановление Кабинета министров о вопросах нотариальной деятельности. Сообщается, что целью постановления является дебюрократизация и совершенствование нормативно-правовых актов в сфере нотариальной деятельности, установление единого подхода к организации нотариальной деятельности и единых требований к рабочему месту конторы, бюро частного нотариуса. Сегодня в программе мы говорим о важных изменениях в сфере нотариата, как будет работать новый механизм, какие гарантии предусмотрены и какие изменения ждут самих нотариусов. Я напомню вам, дорогие наши слушатели, что сегодня с вами на прямой связи начальник управления нотариата и регистрации юридических лиц Министерства юстиции Кыргызской Республики Асель Абакирова и председатель Нотариальной палаты Кыргызской Республики Сымбат Рыскулова. Хочу напомнить телефоны прямого эфира 39 21 90 и 0502 39 21 90. У нас идет и прямая видеотрансляция в социальной сети Facebook. Уважаемые наши пользователи странички, свой вопрос или свой комментарий вы можете опубликовать на нашей странице, как и всегда. Уважаемые гости, я не зря говорила о том, что мы время от времени обращаемся к нотариусам, и вот в конце первой части нашей программы позвонил наш радиослушатель, насколько мне не изменяет память, он является жителем Джалабадской области, в принципе, его вопросы, они такой, может быть, имеют общий характер. Вот первый вопрос, если владелец квартиры подарил, например, сыну, потом сын развелся, то, соответственно, что будет с этой квартирой и можно ли там как-то делить и так далее. Кто ответит? Пожалуйста, Сымбат Шаршибаевна, пожалуйста. Я хочу предупредить нашего радиослушателя, если имущество приобретено путем дарения или ему досталось по наследству, это разделу не подлежит. Может лежать разделу, если они с супругой внесли какой-то ремонт, там, допустим, такой дорогостоящий ремонт. Если они такой ремонт произвели, она может претендовать на какую-то денежную компенсацию, которую она внесла. То есть при этом ремонте, не на самом имуществе. То же самое, если в наследственное имущество им досталось, и она только того человека, кому она по закону или по завещанию досталась. А если это жилой дом, и к нему какая-то пристройка, или там тоже самое ремонт производилось, она имеет право только на этот пристроенный объект или на ту часть ремонта, который они вместе произвели. Я напомню еще раз телефоны прямого эфира 39 21 90 и 0502 39 21 90. Асель Мырзакановна, вы хотели добавить? Да, я хотела добавить насчет, мы рассказали про нагрузку нотариуса. Вы сказали, мы с одной стороны разгружаем судебную систему, а не будет ли это нагрузка для нотариуса? Ложится на нотариусов самих. Дело в том, что мы возлагаем на нотариуса новое нотариальное действие, но вместе с тем пытаемся разгрузить не только как нотариусов, так и граждан. Вы знаете, что сейчас идет программа 100-дневные правительственные акселераторы, согласно которому мы сейчас
ведем работу по прекращению истребования нотариально заверенных документов государственными органами. Вот, допустим, при подаче документов на получение лицензии адвоката либо нотариуса мы требовали заверенную копию диплома. Точно так же Министерство образования зачастую требовало нотариально заверенные копии аттестатов, там, свидетельств о рождении, паспортов и так далее. Да? На сегодняшний день, это, согласно вот этому правительственному акселератору, мы разрабатываем проекты положений, проекты нормативно-правовых актов Кабинета министров, согласно которым государственные органы прекратят истребовать такого рода документ, чтобы люди не ходили лишний раз к нотариусу, не заверяли, не тратили деньги. То есть, если человек предоставляет мне оригинал диплома, то я могу сама, уже мое управление заверяет копию диплома и ставить печать, копия верна, без необходимости ходить в нотариус. С одной стороны, мы уменьшаем количество нагрузки нотариусов, да, но с другой стороны, мы передаем более квалифицированную работу, скажем так, выдаче нотариального приказа. То есть я хочу сказать, что вся эта работа идет комплексно. Мы понимаем, что зачастую очень много людей ходят именно по заверению вот этих вот копий. Ну вот, продолжая разговор касательно нотариального приказа, мы понимаем, что это официальный документ, и он будет иметь юридическую силу, что и судебное решение, да? Асель Мырзакановна, ну давайте вы еще раз, вот скажем так, постараемся на простом доступном языке озвучить, когда можно использовать нотариальный приказ. Вот вы, когда с начала программы уже это, в принципе, дали такое вот ясное понимание, у меня, например, тоже возникает вопрос. Если, например, мне нужно взыскать невыданную заработную плату, такой факт тоже может иметь место быть, да? Могу ли я обратиться к нотариусу для того, чтобы, соответственно, не загружая судебную систему, если нет там споров, то, соответственно, могу ли я обратиться вот по этому пункту к нотариусу, чтобы вот был выдан нотариальный приказ? Да, нотариальный приказ выдается по начисленной, но не выплаченной заработной платы. На прошлой неделе я, по-моему, статистику читала по Кыргызстану за 2024 год, по-моему, около, если не изменять мне, 47 миллионов сомов, что ли, невыплаченной заработной платы. Так вот, если заработная плата была начислена, но не выплачена, работник имеет право обратиться к нотариусу, предоставить там копию приказа о его назначении, там трудовой договор, там, табель, допустим, да, и сказать, вот мне вы начислили, допустим, 10 тысяч сомов, но работодатель вот уже 2 месяца прошло, мне не выплачивает эту сумму. Нотариус в этом случае выдает, как я уговорила, копию нотариального приказа и направляет его должнику, в данном случае работодателю. Если от работодателя в течение 10 дней не приходят возражения, то судебный приказ подписывается, ставится печать и направляется судебному исполнителю для исполнения. Судебный исполнитель в рамках своей компетенции, да, уже взыскивает эти 10 тысяч сомов заработной платы. Но это один из, скажем так, видов, да? Но вот опять же, например, если необходимо вернуть долг по договору займа или аренды, тоже можно, да? Да. Нотариально заверенные сделки, совершенные в простой письменной форме, по ним тоже выдаются нотариальные приказы. Точно так же, если кто-то занял деньги, да, займодавец выдал деньги, но заемщик вовремя не возвращает, он тоже может обратиться к нотариусу и сказать, что вот у нас есть договор, было передано, допустим, 50 тысяч сомов, и заемщик вовремя не возвращает, прошу выдать нотариальный приказ. В этом случае то такая же процедура, если от возвращения от заемщика не поступает, то нотариальный приказ подписывается, ставится печать и направляется судебному исполнителю. Но я одно только понимаю, что вот мы сегодня говорим о нововведениях в сфере нотариата, и вот говоря и продолжая разговор о нотариальном приказе, это все, вот как я поняла, актуально, например, для тех же микрофинансовых организаций, да, арендодателей, алименщиков, да, кто ранее, например, терял время, терял деньги на судебные тяжбы, даже в таких, скажем так, бесспорных ситуациях. Абсолютно верно. Как вы уже говорили, мы же хотим обеспечить прежде всего доступность и нотариальных услуг, и чтобы люди не стояли в очередях, не ждали, потому что на сегодняшний день в Кыргызстане 400 частных нотариусов и 85 государственных.
И вот эту структуру, институт, который создан в Кыргызстане, мы хотим использовать, а также для удобства граждан, чтобы люди не ходили к судьям. Самая главная задача, это сейчас, я еще раз говорю, это обучить, чтобы нотариусы беспрепятственно, вовремя и в краткие, возможно, краткие сроки выдавали вот такой вот нотариальный приказ. Это будет удобно как физическим, так и юридическим лицам. Вот опять же, если обратимся к статистике Верховного суда, из 30 тысяч заявлений, которые были рассмотрены и выданы судебные приказы в 2024 году, лишь чуть меньше, по-моему, 5% были обжалованы, то есть судебные приказы. Остальные сразу были подписаны и направлены судебному исполнителю. И я знаю, что сама судебная система с большой радостью встретила подписание данного закона, потому что это позволит им, в конце концов, заниматься тем непосредственным делом, для чего они были созданы, и отправление правосудия. Давайте выслушаем еще одного нашего радиослушателя. Говорите, мы слушаем вас. Саламатчылык, я вас прошу, пожалуйста, сделайте свой радиоприемник чуть-чуть потише, и потом свой вопрос можете озвучить. Сейчас, секундочку. Мен мындай суроом бар эле. Угатабыз. Мен жолдошум каза болуп калды да, анан квартира ошо кишиде болчу да. Анан ошону переоформить этиш үчүн өзүнүн срогу бар турбайбы? Ну, эти сроки прошли, просрочили мы сроки, потому что балдарым алыста болчу, келе албай калышты да. Анан азыр мен каяка обращаться этсем болот? Частный нотариус жасай алабы же обязательно госнотариуска барышым керекпи? Же сотко барышым керек? Как это оформить? Суроо түшүнүктө очень часто возникает вопрос, да, Сель Мырзакановна, вот можно ли обращаться по такому вопросу или к частному, или к государственному нотариусу? Но мы прекрасно понимаем, что государственному-то можно, а вот к частному. Хотя мы неоднократно говорили вот на протяжении последних, по-моему, 1,5 или 2 лет, что в Кыргызстане теперь государственные и частные нотариусы наделены равными правами. Правильно говорю? Пожалуйста, Сизге чоң рахмат. Рухсат берсеңиз, мен жооп берип коеюн. Вы имеете право после смерти вашего мужа вступить в наследство. Ну, в данном случае вы имеете право обратиться как к государственному, так и частному нотариусу. Права их уравнены, абсолютно одинаковы. Если вы живете в городе Бишкек и не относитесь к социально уязвимым категориям населения, то есть это пенсионеры, инвалиды, матери-героини, их обслуживают госнотариусы. Все остальные категории граждан должны обращаться к частным нотариусам. Вы имеете для вступления в наследство в течение 6 месяцев вы должны были подать заявление о вступлении в наследство. Но если вы являетесь наследником, который фактически вступил в наследство, то есть совместно проживаете в этом со своим мужем, проживали в этом доме, в наследственном имуществе, то вы считаетесь фактически вступившим в наследство, и вне зависимости от 6-месячного срока вы имеете право подать заявление на вступление в наследство по месту жительства наследодателя. То есть, если вы проживали в городе Бишкек, значит, нотариальный округ города Бишкек к любому частному нотариусу можете обратиться. И в данном случае вы если у вас совместно нажитое имущество, вы как супруга имеете право на получение свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе, то есть на половину, а другая половина будет распределяться между вами и другими наследниками. Если другие наследники не вступили в наследство, то есть пропустили срок, значит и другая часть тоже должна быть передана вам. Но я не знаю всех материалов, деталей, документов, и я думаю, вам необходимо обратиться к нотариусу, и он даст более квалифицированные, наверное, разъяснения в вашем случае. Но не теряйте время, обращайтесь, предоставьте, и вам скажут, что вам нужно, какие документы нужно предоставить. Сымбат Шаршибаевна, вот продолжая разговор об обучении, вот Асель Мырзакановна отметила, что сейчас у нас в стране 400 частных нотариусов, да, и 85 государственных. Они все пройдут обучение? Конечно. То есть здесь нет разницы, вот нет. только государственных обучим и все. Здесь и государственные, и частные, тем более, как я уже сказала, они теперь имеют равные права. Да. Ну, как заметили, это если равные права, значит, они обязаны проходить это обучение. И потом, если человек обратится в такую просьбу, они не должны говорить, что не знаю, не могу. Это они все должны уметь
выносить нотариальный приказ. Мгм. Но у меня тоже здесь возникает вопрос. Мы понимаем, что я, например, для того, чтобы получить документ, да, вот исполнительный, который долг-то он должен подтверждаться документами, Асель Мирзакановна. Вот я тоже сейчас меня интересует вопрос. Вот мы, когда даем в долг, мы всегда пишем расписку. Она не всегда, может быть, подписывается, подкрепляется печатью нотариуса. Вот говорят, расписка вот написана, там, например, вот я дала там в долг столько-то, столько-то. Очень часто вопрос поднимается, если долг подтвержден документами, а какие это документы? Пожалуйста, Сымбат Шаршабаевна. Согласно Гражданского кодекса, если сумма превышает 500 расчетных показателей, она должна быть нотариальная. Оформлена. Да, если вы занимаете деньги выше 50 тысяч сомов, она должна содержать нотариальную форму. То есть это договор займа. Что касается до этой суммы, да, там частные расписки, до этой суммы допускается. Но частные расписки нотариусом не заверяются. Но опять же возникает вопрос, как будет работать эта процедура. То есть, смотрите, если я обращаюсь к нотариусу, опять же возникает вопрос. Я обращаюсь к нотариусу по месту нахождения, по месту жительства должника, либо по месту прописки, например, взыскателя. В случае, например, возьмем, да, опять же, алименты. Тоже возникает вопрос, как эта процедура будет работать, Асель Мирзакановна? Мы взяли из опыта в Гражданском процессуальном кодексе. Если касается алиментов, то она была альтернативная подсудность либо по месту жительства взыскателя, либо по месту жительства должника. Точно так же мы сделали в нотариальном приказе. Если как удобно будет в данном случае взыскателю, который хочет взыскать алименты, и либо по месту жительства должника он может обратиться к нотариусу, либо по месту своего нахождения, для того, чтобы ему нет необходимости было искать, где живет должник. Там очень часто наши должники выезжают за границу, да, и очень, чтобы этих вопросов не было, мы это учли. В остальных случаях по месту нахождения должника установили. И, как вы знаете, государственная пошлина по взысканию алиментов при взыскании судебного приказа не взималась. Точно такая же норма у нас сохранена для того, чтобы вот взыскателям алиментов было легче обращаться к нотариусу. Более того, мы сделали такую норму, согласно которому, если была уплачена государственная пошлина для получения нотариального приказа, и в последующем должник выразил возражение, то при подаче искового заявления в суд эта государственная пошлина будет учтена. Но опять же возникает вопрос, когда все это заработает, Асель Мирзакановна? Она заработает, согласно проекту закона, закон вступает в силу после 10 дней со дня официального опубликования. И, к сожалению, я вот не посмотрела сегодня, когда она была опубликована. Значит, после 10 дней со дня официального опубликования будет вступать в силу норма закона, согласно которым взыскание алиментов будет осуществляться согласно нотариальному приказу. Все остальные категории вступят в силу с 1 января 2026 года. Не могу не задать вопрос касательно того, что вот я упомянула, когда открывала программу, что внесены изменения в постановление Кабинета министров о вопросах нотариальной деятельности, и соответствующее постановление было подписано главой Кабмина Адылбеком Касымалиевым. И вот я понимаю, что вот эти вот нововведения, они тоже не просто так. Здесь вот исключаются ряд бюрократических требований. Опять же, для частных, для государственных нотариусов. Сейчас мне тоже это важно информацию услышать. Знаете, вы знаете, что в Кыргызстане проводится работа по дебюрократизации государственного управления. И Министерство юстиции в этой работе занимает одно из главных мест. И на сегодняшний день мы внесли изменения в постановление Кабинета министров от 29 декабря 2023 года за номером 733, согласно которым теперь частные нотариусы при открытии нотариальной конторы либо нотариального бюро не обязаны предоставлять заключение санэпидемслужбы и
энергетического надзора, пожарной безопасности, они просто в своем заявлении говорят о том, что я обязуюсь соблюдать, то есть требования вот этих вот соответствующих служб и обеспечение санитарной, энергетической и так далее безопасности возлагается на самого нотариуса. И эта норма возникла не просто так, мы проверили, посмотрели, как это делается в мире, мы посмотрели, как это делается в рамках Европейского Евросоюза, как это делается в рамках Евразес. И вот когда в Евразес открывается бизнес, там идет уведомительный порядок, ты просто уведомляешь соответствующую госслужбу о том, что ты открываешь бизнес, и нет необходимости получать соответствующее заключение, за исключением, если это не касается там какой-то пищевой промышленности, да, там и так далее. И я думаю, что в этом случае нотариус тоже точно так же будет уведомлять соответствующие службы. В данном случае Министерство юстиции будет осуществлять контроль, направлено ли соответствующее уведомление, и осуществлять свою деятельность, при этом обеспечение как такой безопасности, соблюдение санитарно-эпидемиологических каких-то норм, гигиенических правил возлагается на самого нотариуса. Это определенный шаг, это определенная лепта в дебюрократизацию. Я думаю, нотариусы у нас восприняли данную новость с большим воодушевлением, потому что, если честно, это получение такого рода заключений, это были определенные временные, материальные и так далее затраты, обычно занимало до месяца. Теперь я думаю, что мы облегчили работу частных нотариусов. Маша Шибаевна, наверное, как председатель нотариальной палаты, расскажет, насколько это хорошо или плохо. Пожалуйста, Сымбат Шершибаевна. Это очень замечательно, потому что в основном нотариусы сидят в тех помещениях капитального строительства. То есть нет нужды эти документы собирать, обязательно сдавать. Это ведь тоже волокита, тоже время. И ждать. Если ты арендуешь помещение, там же аренда каждый день же идет. А нотариус ждет этого приказа, когда вот это все соберет, когда заключение будет готово. Это для нотариусами такая новость была очень хорошо воспринята, даже отлично, потому что все обрадовались. Это еще какая-то часть бумажной волокиты. То есть упростила жизнь самим нотариусам, да? Ну, это вот благодаря нашему, я думаю, министру и нашим начальникам, которые непосредственно помогают нотариусам улучшить жизнь, свою жизнь и жизнь наших посетителей. Сымбат Шершибаевна, вот если говорить о Нотариальной палате Кыргызской Республики, она была создана, буквально, скажем так, недавно, в 2023 году, и мы понимаем, что создание Нотариальной палаты Кыргызской Республики это тоже не просто так, это все было направлено на улучшение качества нотариальных услуг. Мы зачастую обращаемся к нотариусам, вот поэтому сегодня даже вот прозвучали вопросы, да, скажем так, личного характера, но тем не менее, видимо, есть вот вопросы у многих наших радиослушателей, и поэтому я уверена, что вот все-таки ваша благая цель сделать, скажем так, жизнь наших граждан проще, и я не зря сказала, что здесь самое главное обеспечить качество, бесспорность, чистоту сделки, когда мы в том или ином случае обращаемся к нотариусу, неважно, государственный это или частный. Можно я вот пожалуйста. Буквально одну минуту? Пользуясь случаем, хочу поздравить нотариат Кыргызской Республики. В этом году исполняется 100 лет создания кыргызского нотариата. Вот буквально 28 июня будет праздноваться 100-летие нотариата. Хочу поздравить всех нотариусов, нотариальную палату с этим большим праздником. Юбилей. С юбилеем, да. И я надеюсь, что нотариальная палата в лице Сымбат Шершибаевна добьется еще больше успехов, и каждый год мы будем делиться со своими новостями, со своими достижениями. С праздником, уважаемые нотариусы. Пожалуйста, Сымбат Шершибаевна, у вас полминуты есть касательно того, что... Я хочу тоже поблагодарить наше Министерство юстиции в лице Асель Мурзахановны, потому что они большой вклад вносят в нотариат. Что касается нотариальной палаты, это очень замечательное сообщество, где нотариусы соединены в одном нотариальной палате, и чтобы вести единую практику, и мы не только эту практику вносим в жизнь, и много-много нового,
И нотариальная палата, большой плюс, вот мы повышаем профессиональный уровень нотариусов. Вот это, наверное, Это самое очень главное. важно. Время нашей программы завершается. Спасибо вам, Асель Мирзакановна, Сумбат Шаршибаевна, за то, что нашли время и сегодня пришли в студию прямого эфира. Тем более мы говорили о важных нововведениях в сфере нотариата. Дорогие наши слушатели, я напомню, что это была программа «Прямая связь». Оставайтесь на волне Беринчи радио и, как всегда, до встречи. Бишкекте саат 10. Ааламда болуп жаткан